Добрый вечер, дорогие наши телезрители. Это программа «Блеск умом». И с вами Юля Барбакова. Сегодня у нас в гостях коллектив телеканала ТУВА-24. Давайте поприветствуем команду под номером 1. Телеведущая Инна Клоян и монтажер Азамат Очур. Я вам поаплодирую. Так, команда под номером 2 Алтынгыз Буян и Сайгын Бюрбюр. Тоже телеведущий телеканала ТУВА-24. Знаете, очень страшно вести что-либо перед телеведущими, поэтому я постараюсь. Ну что, дорогие друзья, как всегда, мы начинаем нашу программу знакомства. Пожалуйста, расскажите немножко о себе. Инна, вы у нас уже во второй раз, наш незаменимый гость. Что сказать? Что сказать? Сколько у вас зубов? 32. 32, спасибо. Азамат? Азамат Очур, монтажер телеканала. Спасибо. Алтынгыз Буян, ведущая новостей, программ некоторых. Скромно. Сайгын Бюрбюр родился в 1972 году, мужского пола. Так, спасибо. Ну что вы так скромно все представились. На самом деле это самые крутые ребята, которые доводят до вас информацию. Поэтому низкий вам поклон, наши любимые журналисты и монтажеры. Ну что, все вы знаете правила, наверное, да? У нас 3 раунда будет. Первый раунд таков. Я читаю вопросы. У каждой команды 5 вопросов. На один вопрос вам нужно ответить в течение 5 секунд. Правила ясны? Ну что, начнем с первой команды, да? Итак, вопрос... Подожди, давай поспорим. Камень, ножницы, бумага. Давайте. 1, 2, 3. Ну ладно. Окей, ну что, это хорошее начало. Так Итак, я выиграла. а вы выиграли? Так, Проигравший первый отвечает. Я Кому сложнее? выигравший, да? Да. Хорошо, давайте. Блин, я наступил. Итак, вопрос первый. Столица Испании. Подожди, Жду. Аргентина. О, нет. Оф. Подожди, сейчас. Эта программа Барселона. Юля ждет. Реал Мадрид. Итак, ваш окончательный ответ. Азамат, помоги. Реал Мадрид. Реал Мадрид. К сожалению, Инна, это правильный ответ. Итак, вопрос второй. Сколько лет длилась вспоминала. Столетняя война? 100 100 лет, да. Кстати, да, было бы логично ответить 100 лет. Давайте вспомним урок истории, да. Который я не посещал. Меня уволят. Итак, ваш ответ? Англия и Франция. Есть предположение? Совсем? Совсем. Давайте рандомно любое число, вдруг вы попадете. 6. 6. 8. Итак, ну, тут уже понятно, ответ неправильный. 116 лет длилась Столетняя война. Итак, вопрос третий. С какого элемента начинается таблица Менделеева? С первой. Типа химика, что Подожди, было там- плоховато, да? Там что-то А было. Это школьные вопросы, да? Да. Натрий. Нет. Еще раз. Натрий. Натрий. Это ваш окончательный ответ, вы уверены? Я не помню, правда. Ну, я тогда вас поздравляю с неправильным ответом. Водород. Как звали няню Александра Сергеевича Пушкина? Этот вопрос я помню. Он, по-моему, был. Алина. Алина. Нет, нет. Алина, Арина. Арина, Анюта, Анна, да. Итак, друзья, ваш ответ? Алина. Нарине, Нарина. 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 Итак, я не поняла ваш ответ. Давайте. Нарина. Нарина. Ну пусть будет Нарина. Нарина. Вы были Или Нарина. близки к ответу. Арина ее звали. Не Нарина, не Нарине, а Арина Родионовна. Ну и что? Последний вопрос. В каком году началась Первая мировая война? Блин,
Совсем первый. Совсем первое. Кажется, с историей было плохо. Да. Я не знаю, не помню. Я тоже не знаю. Плохо, давайте отругаем. У вас есть ответ? 1914 год. О, эта команда мне нравится больше. Правильный ответ, да, действительно, Я помню, что 1914 год. Ну что, спасибо команде под номером 1. Один правильный ответ. Да? Один правильный ответ, это нормально, хорошо. У нас еще впереди 2 раунда. Итак, команда под номером 2. В какой стране находится город Порту? Португалия. Португалия. И это правильный ответ. Так, друзья, вопрос следующий. Когда крестили Русь? Год. Я знаю. Ваше О, время это- вышло. Нет, это 1000 какой-то там год. Ну, 1000 точно. В каком году отмечали вот столетие? Итак, друзья, Не ваш столетие, ответ? 1800, пускай будет 16-й. 14 или 74. 1816. 1014 или 1016. 1014 или 1016. Вы чуть-чуть перепутали, это разные даты. Крестили Русь в 988 Ой. году. Вот чуть перебрал. Итак, Перебор. как называется наука о растениях? Биология. Флористика. Биология, флористика. Да. Ваш общий ответ? Подожди. Фауна и флора, флористика. Флористика, да, ответ? Ну, флора это... Флора, фауна. Что Фауна. такое? Флора, фауна. Растения, ну, Да, растения. биология, нет, не биология. Ну, в биологии в начальных классах там растения изучают. Насколько я Фауна это... Фауна. Флора. Флора. скорее всего. Красивое слово, флористика на самом деле, но правильный ответ ботаника. Ботаника. Итак, Вот что значит, да, это чем дальше от школы, тем... сколько падежей в тувинском языке? О, ну это вы знаете. Иван родил девчонку. Это русский. 10 падежей. 10 падежей. Сейчас, Андра. Это я последний В раз... русском я, точно 6. я до 4 класса учился только на национальной школе, после этого уехал. Люди уже начали оправдываться, да, если Иван, вдруг Иван. отвечу неправильно. В русском 6. В тувинском 7 Ваш ответ? падежей, по-моему. 7 7 падежей. падежей, по-моему. Чуть больше, чем... Вы уверены в своем Так, в ответе? русском сколько? 7 падежей в русском. В русском 6. Иван родил девчонку, велел тащить пеленку. 6. Пеленку. Значит 7. 7. Мне кажется, что на один На падеж один? больше, по-моему. Возможно. 30. Может, на 2. На один. На 1. Правильный ответ 7 падежей у нас в тувинском языке. Итак, Всё-таки когда осталось. отменили крепостное право? 1878, по-моему. Это Александр. 6. Не, Александр VI, да? 1870. Александр Первый, по-моему, потом его взорвали. Итак, 1870, 78 пускай будет. 76, 8, ваш общий ответ? 1870. Давайте, ладно, 8. 78. Положимся. Да. Ну зачем же вы доверились? Не надо было. А 86, И не да? надо было ей тоже доверять. Правильный ответ 1861. 61. Ну что, дорогие друзья, наш Ну, хоть с первый... веком не ошиблись. Ну, хоть с веком не ошиблись. И с десятилетием чуть-чуть, да, ушли. Ну что, дорогие друзья, первый раунд завершен. У первой команды 1 балл, у второй команды 2 балла. Мы переходим ко второму раунду. Давайте поаплодируем. Добро пожаловать на наш телеканал, который развивается не по дням, а по часам. Лев, что там стоишь? Давай заходи. Мы не растем и не развиваемся. Наш канал терпит колоссальные убытки. Завтра приезжают федеральные эксперты. И если мы не переживем эту неделю, то наш канал закроют. Зашибись. Всем
Привет, меня зовут Эмина. Я знаю, как провести идеальный вечер. В понедельник я смотрю вечернюю Туву, где Юля Барбаков знакомится и общается с интересными людьми Тувы. А в четверг я со звездными гостями блещем умом, разгадывая загадки ведущих. Вот тебе расписание на идеальный вечер. Ну что, дорогие наши телезрители, это программа «Блеск умом». Мы начинаем второй раунд. У вас будет по 2 вопроса каждой команде. Вопросы будут немножко длинные. На ответ вам дается 30 секунд. Условия ясны? Итак, вопрос первый. Недалеко от столицы этой страны возвышается монумент, установленный в честь географической широты, давшей имя всей стране. Назовите эту страну. Не смотри на меня так. Тут ответ не Это простой вопрос, просвечивается. да? Инна ждет простой вопрос. Вы можете пообсуждать. Ну что? Ну что, как дела? Монумент. От Что делаете? столицы этой страны монумент. У вас есть ответ? А где варианты ответов? Вариант ответов у нас, к сожалению, нет. Почему? Широта. Итак, друзья, ваш ответ. Пас. Пас. Я правда. Вопрос снимается. Может быть, у вас есть ответ, но если вы даже ответите правильно, балл вам не будет засчитываться. Монумент. Монумент Это может быть статуя. Хоть что, да? в столице Соединенных Штатов есть монумент недалеко от столицы. Ну, давайте я вас не буду мучить. Правильный ответ – Эквадор. Эквадор. Итак, вопрос второй. Назовите 2 числа, у которых количество цифр равно количеству букв, составляющих название каждого из этих чисел. Как это ренец. Ну ладно. Истерика. 2 цифры, да? Да, 2 цифры. Так, еще раз вопрос. Назовите 2 числа, у которых количество цифр равно количеству букв, составляющих название каждого из этих чисел. У Азамата такое потерянное лицо. Зачем я сюда пришел? Да? Ну что, ваш ответ? 3-2. 3-2. Я доверюсь своему коллегу. У вас есть предположение? 11. 11. У меня это тоже в голове было, но не знаю. Кажется, вы чуть-чуть не поняли вопрос. Давайте, если я скажу правильный ответ, вы тогда додумаетесь. 100. Смотрите, 3 цифры. 100 и 3 цифры. 103 буквы и 3 цифры. 300. И миллион. Вопрос первый. Назовите 5 дней недели, не повторяя ни понедельника, ни вторника, ни среды, ни четверга, ни пятницы, ни субботы, ни воскресенья. Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница. Не повторяй, да? Не повторяя. Не повторяю. Я, кажется, знаю. Наоборот, типа. Неделя. Неделя. Да. 5 дней недели вам нужно 5 назвать. дней недели Да. назвать. Можно я скажу? К сожалению, нет. Почему? Пятница, четверг, среда, вторник, понедельник. Ну что, это ваш ответ, да? Ну, примерно, да. Будни. Будни есть ответ еще. Позавчера. Позавчера. Вчера. Сегодня. Завтра и послезавтра. Инна, вы знали ответ, да? Почему они нам не попались? Нужно было встать сюда. Ползут 3 черепахи. Первая черепаха говорит: за мной ползут 2 черепахи. Вторая черепаха говорит: за мной ползет 1 черепаха. И передо мной ползет 1 черепаха. А третья черепаха: передо мной ползут 2 черепахи. И за мной ползет 1 черепаха. Как такое может быть? Они идут по кругу? По кругу. А кто писал сценарий? Кто писал Точно. вопросы? Точно не я. Да, по кругу, скорее всего. По кругу. Вы уверены в своем ответе? Ну да. По кругу.
по кругу. Ну, Как они, еще? получается, если по кругу идут, то третий, видна первая, вторая. Может, у них вот так вот эти обзор не работает? Не знаю. Все не так плохо, друзья, это правильный ответ. Я вас поздравляю, как я долго не Именно этот слышала. вопрос мы, наверное, не ждали. Ну что, дорогие друзья, второй раунд завершен. Мы переходим к третьему раунду. Дорогие наши телезрители, это финал. У нас борются телеведущий и монтажер за звание самых умных людей на этой планете. Итак, раунд третий. Здесь очень важна ваша реакция, быстрота. Итак, когда я читаю вопрос, команда, которая быстрее нажала на нашу невидимую кнопку и крикнула «Тудум», отвечает на данный вопрос. Тудум? Тудум. Очень важно тудум. Очень важно. Это наша традиция нашего выпуска, Очень важно тудум. нашей программы. Это блиц, да, получается? Да. Давайте я вам напомню, у первой команды получается баллов у нас 1, у второй команды 3. Ну что, у вас есть шанс догнать? Может, нету? Мы сила. Ну что, вопрос первый. В каком океане расположена глубочайшая впадина? Атлантическом. Ой, тудум. Тудум. Атлантическом. Есть еще предположение? О, Индийском. Тудум, Индийском. Нет, Тудум, Тихий океан. Ой. Где же это Мариинский? Итак, ну, давайте, вопрос снимается. Вы уже отвечали, получается. Атлантический, точно. Атлантический, да? Атлантический. Вопрос, друзья, снимается. Правильный ответ – Тихий. Мне аж самой страшно стало что-то. Самая длинная река в мире. Нил. Нил. А, и этот. Амазонка. Тудум. Подожди. Сейчас они. Ну что, давайте. Обь. Есть еще ответы? Амазонка. Амазонка. И это правильный ответ. Итак, друзья, Ну все, я пошла. вопрос следующий. Сколько дней в високосном году? 360... Тудум. Тудум 365. 5. Тудум. 364. 364. И давайте последний ответ я приму, если он будет 366. 366. 4. 366. 366. И это правильный ответ. С натуре? Потому что плюс один Натуре. день. Плюс в феврале. один день, 29 февраля. Перечислите, пожалуйста, все естественные спутники Земли. Тудум. Тудум. 1. Луна. Это правильный ответ. Я даже не успела понять вопрос. Сколько букв в английском алфавите? Тудум. 29. 29. Подожди. Принимаю еще один ответ. Ну, во французском 31. 28. 28. Итак, друзья, вопрос 28. снимается. Правильный ответ 26. 26. Итак, самая высокая гора в мире. Тудум. Гора? Тудум. Эверест. Эверест. Это правильный ответ. Вы умеете говорить. Ну что, дорогие друзья, это был последний вопрос. Мы переходим к церемонии награждения. Не переключайтесь. Вот и настал тот самый момент, когда мы узнаем имена победителей, которые дрались за звание самых умных людей в нашей студии. И безоговорочно, с большим отрывом. У нас такого еще не было. Последние 3 выпуска у нас была победа общая.
Поздравляю команду под номером 1 или же 2. Команда под номером 2, поздравляю вас с победой. Ну что, передаю вам наш приз. Пожалуйста. А нам утешительный. Все, пожалуйста. Что? Будешь? Нарисуйте себе что-нибудь. Ну что, дорогие наши телезрители, вот и подошла к концу наша программа «Блеск умом». С вами была Юля Барбакол и прекрасный коллектив телеканала Тува-24.